Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Татарстан готов к приезду. Команда под руководством президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова работает слаженно. Какую помощь в республике окажут вынужденным переселенцам, расскажет Дмитрий Аренин. Развивать малый бизнес и решить проблему с очередями в детские сады. В очереди дошкольные и образовательные учреждения стоят 1816 детей. С какими показателями завершил минувший год Лаишевский район, расскажет Рамиль Галиулян. Программа есть, а воды нет. Плохой вода, плохой. Для питья не идет. Для стирки пойдет. Почему чистая вода так и недоступна для многих татарстанцев, узнавал Тагир Валиди. В Татарстане готовы к встрече вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Ожидается прибытие 1000 человек. Это дети, женщины, пожилые. Об этом стало известно сегодня на заседании оперативного штаба. Его провел первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Говорили о координации ведомств по размещению вынужденных переселенцев. Так, Минздрав подготовит 6 бригад скорой помощи. На ЖД вокзале будет организована термометрия. Минтранс предоставит автобусы для доставки людей в гостиницы и санатории. По пути следования все будут обеспечены питанием. Отдельно обсудили организацию условий для детей. Среди прибывающих много несовершеннолетних. Понадобятся молочные смеси, средства личной гигиены. По данным оперштаба, жителей ДНР и ЛНР разместят в санаториях Ливадия, Жемчужина, Васильевский, Санта, гостиницах «Кварт», КамАЗ, Жилбыт. Это Казань и Набережные Челны. Прорабатываются вопросы трудоустройства переселенцев, определения детей в детсады и школы. Появилась горячая линия для юридической помощи. Подключилось и гражданское общество республики. Как Татарстан готов протянуть руку помощи, расскажет Дмитрий Аренин. Мы готовим к приезду наших гостей. Заправляем постельное белье. Санаторий Ливадия станет одним из мест для временного размещения вынужденных переселенцев. Для граждан ДНР и ЛНР выделен отдельный корпус на 150 человек. Все будут обеспечены 4-разовым питанием и медицинской помощью. Будет организован и осмотр терапевтов, будет организован, конечно, обязательно экспресс-анализ на коронавирус, а в целом это такой же заезд. В этом санатории есть библиотека и детская комната. Дети могут у нас играть, заниматься, рисовать, лепить, все, что хотите. Мы в полном объеме готовы принять наших гостей. Все столовые готовы, корпуса готовы. Принять граждан ДНР и ЛНР в Татарстане готовы 6 санаториев в Казани и Набережных Челнах. Жители республики присоединились и ко всероссийской акции «Карта помощи». Любой желающий может предоставить вынужденным переселенцам свое жилье. Для этого нужно зайти на сайт проекта. На сегодня из разных городов и районов республики поступило более 20 предложений. Если по округу сравнивать, по-моему, такого количества заявок нет ниоткуда, как у нас. Это Казань, ее окрестности, но это и Альметьевск, это и Нурлаты, это и Дрожжиное, и это самые разные географические точки в Республике Татарстан. Вот это действительно прямо... градус отзывчивости, что ли, в нашей республике. Для оказания экстренной неотложной медицинской помощи вынужденным переселенцам будут задействованы ведущие лечебные учреждения республики. Система здравоохранения полностью готова. Ожидается работа бригады скорой медицинской помощи, бригада Центра медицины катастроф, работа медицинских психологов. Пока в республике ждут около 1000 жителей Донбасса. Как отмечают, почти половина из них дети. Они будут устроены в садики, школы, спортивные секции и кружки. Республика Татарстан – это ведь не только Казань. В районах есть места. Более того, в случае недостатка этих мест будут организовываться новые возможности, новые места для того, чтобы эти дети обучались. В Татарстане достаточно богатая инфраструктура по возможности занятости детей. Это и техническое творчество, это и музыкальные школы, которые также ждут. В Татарстане открыта горячая линия для юридической помощи гражданам ДНР и ЛНР. Также в республике окажут содействие в трудоустройстве временных переселенцев. Это самое главное, на мой взгляд, еще возможность трудоустройства. Тем более, что
Сегодня места рабочие есть. В набережных Челнах это и КАМАЗ. Поэтому и необходима и правовая, и юридическая помощь с тем, чтобы действительно можно было найти свое место здесь, у нас в республике. Поезд с вынужденными переселенцами в республике ждут в ближайшие дни. Для прибывающих также готовы организовать культурный досуг и познакомить с историей и достопримечательностями Татарстана. Дмитрий Айринин, Данил Филатов, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Рустама Минниханова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Президент Татарстана получил орден за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю добросовестную работу. Девиз ордена – «Польза, честь и слава». Орден за заслуги перед Отечеством учрежден в марте 1994 года указом президента страны. Среди обладателей такие выдающиеся общественные и государственные деятели, как Евгений Примаков, Мстислав Ростропович, Фазиль Искандер, Лео Бакерия, Сергей Степашин, Минтимер Шаймиев. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Рустама Минниханова с президентом Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил вклад Татарстана в развитие стратегического партнерства России и Туркменистана, подчеркнул исторические и культурные связи между нашими народами, отметил успешное развитие торгово-экономических, инвестиционных и культурных связей. Рустам Минниханов поблагодарил президента Туркменистана за поддержку совместных проектов. Обсудили сотрудничество с предприятиями КАМАЗ, Татнефть, КВЗ и Кэр-Холдинг. Договорились продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению Татарстано-туркменских экономических и культурных связей. Награда, которая вернулась в семью героя спустя почти 80 лет. Сегодня в Казани чествовали ветеранов, военнослужащих и тружеников. Их поздравил президент Рустам Минниханов и вручил государственные награды. За двоих защитников Отечества их получили уже дети и внуки. Награды достались и тем, кто служит Родине сегодня. Медали за заслуги перед республикой, за доблестный труд, столетие ТССР, благодарности президента Татарстана. Чего в этот праздник желают сами защитники, об этом далее. В зале БКЗ торжественно звучат гимны страны и республики, выносят государственные флаги и знамя Казанского высшего военно-командного училища. В зале ветераны войны и труженики тыла, военнослужащие армии и флота и те, кто сейчас на страже безопасности страны. Их поздравляет президент республики. Это праздник мужества, отваги, благородства, преданности Родине и народу. Хочу выразить признательность всем, кто в данный момент исполняет служебный и воинский долг, несет боевое дежурство, обеспечивает нашу безопасность. Традиционно минутой молчания почтили память погибших при исполнении воинского долга. Завтра страна празднует День защитника Отечества. Для семьи Розии Дорофеевой это особенный день в году. За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками. Сегодня Розия Дорофеева получает награду за своего отца, участника Великой Отечественной Шарафа Садриева. В 1942-м отец был тяжело ранен под Воронежем, и награда «Медаль за отвагу» осталась неполученной. Семья узнала о ней через сайт «Память народа». Это память уже праправнукам его. Чего пожелаете сегодня молодому поколению? Ой, я желаю всем здоровья и чтобы, знаете, был мир. Андреев Сергей Викторович. За отвагу на пожаре получает медаль заместитель начальника службы пожаротушения по республике. Летом 2020-го он участвовал в тушении газонаполнительной станции в Казани. И вот сегодня с концерта Сергей Андреев спешит на дежурство. Но находит минутку поздравить всех защитников Отечества. Всем огромного счастья и самое главное здоровья. Больших успехов в семейной жизни, в труде. Естественно, всем мирного неба над головой. Благодарность президента заместителю военного комиссара Татарстана Алексею Денькину. От полковника спасибо в ответ за поддержку военных республики. Руководство Республики Татарстан и вы лично, Рустам Нургалиевич, уделяете большое внимание и проводите огромную работу в создании республики мобилизационного людского резерва, призыва граждан на военную службу, патриотического воспитания граждан, социальной защите военнослужащих, ветеранов и членов их семей. В этом
зале почти все не понаслышке знают о войне и помнят все ее тяготы. Я желаю, чтобы не было войны, тем более и так с пандемией уже тут такие большие потери людские. Поэтому хотелось бы пожелать мирного неба всем. Здоровья, благополучия и чтобы был мир над нашей Родиной. Баллады о любви к родине, военные марши и народные гимны сегодня звучали на двух языках, а с ними и пожелания мирного неба над головой. Сегодня они звучали как никогда искренне. Лина Зинатульна, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Активнее развивать малый и средний бизнес, решить проблему с очередями в дошкольные учреждения. Такие задачи сегодня поставили перед Лаишевским районом. Здесь подвели социально-экономические итоги развития за прошлый год. По этому показателю район первый в республике. Основной вклад в экономику Лаишева вносит промпредприятия, это около 70%. Но остается и ряд нерешенных проблем. Каких, расскажет Рамиль Галиулин. Этот военный беспилотный летательный аппарат «Элерон-3» предназначен для корректировки артиллерийского огня. Так Лаишевский техникум первым в Татарстане начал готовить операторов дронов. Сегодня такие беспилотники решают самые разные задачи, от военных до гражданских. И с каждым днем становится все востребованнее. А вот специалистов по их обслуживанию и операторов пока не так много, говорят эксперты. Сельское хозяйство очень востребовано, да, вот в смысле пожарная, лесная охрана, экология. Ну, например, вот час полета вертолета, вот экологи летают, поисках свалок там несанкционированных, обходится 300 тысяч рублей час полета. Час полета наш, обходится, как вам ваш гаджет зарядить. Осваивают не только новые специальности, но и цифровые площадки. На маркетплейсы по итогам года перешли больше 300 предпринимателей района. Начали торговать на маркетплейсах совсем недавно, только в декабре месяце, но с каждым месяцем заинтересованность, объем, он все больше. Объем валового территориального продукта более 40 миллиардов рублей. Минувший год Лаишевский район завершил с бездефицитным бюджетом. В рейтинге социально-экономического развития он занял первое место в республике. По итогам прошлого года Лаишевский район в лидерах по строительству жилья. Введено 167 тысяч квадратных метров. Это на 4% выше плана. Здесь развит бизнес, сосредоточены крупные предприятия. Основной вклад в экономику района вносят промышленники. Это 70%. Как отметили, за прошлый год крупными и средними предприятиями произведено товаров почти на 57 миллиардов рублей. Но отстает малый бизнес. По численности занятых малым и средним предпринимательством на 1000 человек вы занимаете 7-е место. Вот здесь мы видим, что здесь и Верхний Услон впереди вас, и Тукаевский район. Поэтому есть, куда стремиться. Тем более, что малый и средний бизнес – это не только, налоги в бюджет, это в первую очередь, конечно же, рабочие места. Развитие промышленности привело к росту населения. Как итог, дефицит мест в образовательных учреждениях. Очередь в детские сады – почти 2000 детей, перегруженные школы. В 5 школах района учебный процесс осуществляется до 2 смены, и количество обучающихся в них учащихся превышает проектную мощность более чем в 2 раза. Данные проблемы относятся в первую очередь к тем школам, которые находятся в пригородных к городу Казани сельских поселениях. Столбищенская, Габишевская, Песчано-Кабардинская. Наряду с промышленностью важная сфера района – сельское хозяйство. Выращена и реализована продукции почти на 7 миллиардов рублей. В рейтинге АПК район на 7-м месте. Это выше на 2 позиции, чем годом ранее. Но остается проблема неиспользуемых земель. На 2022 год поставлены следующие задачи. Вот сельскохозяйственный оборот 6400 гектаров неиспользуемых земель. Совместно с Палатой имущественных земельных отношений продолжит работу по выявлению собственников необрабатываемых земельных участков. Для нас это важная часть работы. Среди других задач – реализация национальных программ, сохранение поголовья скота и внедрение цифровых технологий. Рамиль Галиулин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Лаишевский район. Еще один вопрос, который предстоит решить Лаишево – это обеспечение жителей питьевой водой. В целом по республике более 160 тысяч татарстанцев используют воду, не соответствующую санитарным нормам. Это свыше 150 сел и поселков практически всех районов. Это данные Роспотребнадзора. Вода жесткая, с превышением содержания железа, у нее неприятный вкус и запах, а на бытовой технике быстро образуется известковый налет. Причины разные, где-то старые коммуникации, водонапорные башни. Есть населенные пункты, где не помогает и установка новой скважины. В причинах разбирался Тагир Валиди. Техника бытовая, ванна не отмывается, желтого цвета дно постоянное,
Я не знаю, что это такое. Как доказательство, въевшийся желтый налет в ванне. Сюда теперь только в душ. Здесь стоят фильтры. Вроде бы все нормально, а потом получается, что дети болеют. Не помогает и трехфазный фильтр. Его приходится регулярно менять, а это, по словам хозяйки, недешево, но необходимо. Жителям многоквартирных домов на улице Счастливая в поселке Усады Лаишевского района для счастья не хватает нормальной воды. Она здесь жесткая, а местами еще и бурая. Чтобы использовать ее без опасности для здоровья, необходимо постоянно менять фильтры или регулярно покупать воду в магазинах. На качество воды здесь жалуются все. Еще в конце ноября собственники в складчину оплатили независимую экспертизу. Она выявила отклонение от Санпин, превышение уровня магния, а также повышенную мутность и жесткость. Проводили анализ. Говорят, что вода техническая, не подлежит употреблению. Недалеко от нас есть мечеть, у них есть своя скважина, вот мы там набираем. В офисе управляющей компании «Слобода» закрыто. На момент съемки единственный сотрудник оказался на больничном. На звонки коммунальщики не отвечают. В свою очередь, в исполкоме района о проблемах с водоснабжением знают. Как сообщили, утвержден проект Столбищенского водозабора стоимостью 9 миллиардов рублей. Есть проекты по другим населенным пунктам. Остро стоит вопрос бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, особенно в летний период. Необходимо бурение дополнительных артезианских скважин, установка водонапорных башен и замена сетей водопроводов. На основании распоряжения Кабинета министров была разработана проектная документация для 7 населенных пунктов нашего района на сумму более 240 миллионов рублей. А это колонка в деревне Ильино. Местные говорят, вода здесь хорошая, потому что источник питается из естественного родника. Набрать воды сюда приезжают и жители окрестных населенных пунктов – Чубарова, Чернышевки и Усад. А летом к селянам присоединяются еще и дачники. В Высокогорском районе у многих есть водопровод, но пить такую водицу здесь рискуют не все. От нее накипь, она пахнет железом. Пенсионерка Таскира Загидулина – старожил поселка Березки. По ее словам, вода здесь всегда была жесткой. Раньше ходили на колонку, теперь помогают дети. Плохой вода, плохой. Для питья не идет. Для стирки пойдет. А какую воду пьете? Мы из другой деревни поедут на машине. Вон канистры. Проблема видна невооруженным взглядом. Водопроводный кран покрыт известковым налетом. Но жители Березок рады и такой воде. Раньше она была бурая. По словам главы поселения, вода в этой местности везде одинаковая. Вода плохого качества не только у нас, и в райцентре, и в усадах. У меня на руках нет анализов воды, но народ эту воду не пьет. Железа в ней, видимо, много. Попробовали заявиться на программу «Чистая вода», но не удалось найти источник с качественной водой. Есть проблемы и в других районах республики. Так, прокуратурой были выявлены факты использования некачественной воды в Азнакаевском, Муслюмовском и Сармановском районах. Во всех случаях начали работы по поиску альтернативных источников воды и очистке артезианских источников. Не могу не отметить работу муниципальных районов по улучшению водоснабжения и качества питьевой воды. Проведены работы на сетях водоснабжения в 7 районах. Качество водоснабжения улучшено более чем для 6 тысяч наших жителей в 14 населенных пунктах республики. По данным Роспотребнадзора, в республике насчитывается более 150 сел, где вода не соответствует санитарным нормам. Жесткость питьевой воды превышает допустимую норму от 2 до 5 раз, а содержание железа до 10. Мы должны с вами в течение этого года, конечно, добиться позитивных изменений на каждой территории, в каждом муниципальном районе. Понятно, что это вопрос межведомственного взаимодействия, в том числе решающийся порой в правительстве Республики Татарстан, когда необходимо согласовать действия всех министерств и ведомств. Как отмечают в Минстрое, в Татарстане реализуется программа «Чистая вода», однако не везде виден результат. Дело в природных особенностях. Новая прокладка водопроводов, да, там, где их не было еще, бывает реконструкция. Но мы понимаем, что полностью охватить все населенные пункты и заменить все сети одномоментно не получится. Поэтому подключается где-то уже к существующим сетям. Если брать в целом республику, вот именно железо и жесткость, это к сожалению, имеет место быть. В республике не все населенные пункты, их просто природной воды нету нормальной, поэтому их надо обеспечивать, достигать нормального качества. А это недешево. Решить проблему могла бы установка специальных фильтров, но, по словам экспертов, они окупятся только в крупных городах, а тарифы на питьевую воду для населения станут неподъемными. В этом году в Татарстане на реализацию мер по обеспечению населения чистой водой будет выделен 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Тагир Валиди, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан.
Сегодня Бавлинский район с рабочей поездкой посетил премьер Алексей Песошин. Он осмотрел выставку продукции местных предприятий. Особое внимание стенду нового завода «Татнефть Пресс-Композит», строительство которого сейчас ведется в Бавлах. Производство даст городу около 200 рабочих мест. На сессии подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета. По словам Алексея Песошина, Бавлинский район обладает всеми ресурсами для дальнейшего развития и отметил несколько направлений, на которые руководству района необходимо обратить внимание. Это поддержка молодых семей, создание рабочих мест для молодежи, поиск инвесторов. Была затронута и актуальная для Бавлов тема водоснабжения. На модернизацию водозабора Минигуловский из бюджета республики выделено 27 миллионов рублей. По воде еще остается целый пласт работы. В первую очередь наведение порядка с точки зрения учета поступления воды, потери воды. Здесь, Ильдус Наильевич, я прошу министерство еще раз пригласить руководство завода, руководство района. Что делать, понятно, нужно просто двигаться в этом направлении. В Татарстане уже в течение недели наблюдается стабильное снижение заболеваемости коронавирусом. За сутки 2951 новый случай, 442 из них дети. Большинство заболевших в Казани, около 1500 человек, в Челнах 249, в Нижнекамске 169, Зеленодольске 168, Альметьевске 80. В соседних регионах также отмечается снижение. В Башкортостане 4302 инфицированных, в Ульяновске 1400 новых случаев, в Чувашии 304, в Мариэл 215 заболевших. По России 135 тысяч новых случаев. За сутки в Татарстане привились 1674 жителя. В Татарстане снова ухудшилась погода. Сильный снег, метель, усиление ветра до 18 метров в секунду. На дорогах заносы и гололедица. Предупреждение быть осторожными на дорогах и без лишней надобности не выезжать за город распространила ГИБДД. По данным гидрометцентра, снегопад в Татарстан принес северный циклон. Такая погода в отдельных районах сохранится и завтра. При этом будет достаточно тепло. Столбик термометра не опустится ниже отметки -7. Днем в среду и четверг по Татарстану до +3 градусов. Такая погода характерна для марта, говорят ученые-синоптики. В Татарстане на 1158 женщин приходится 1000 мужчин. Сильный пол женится до 34 лет, живет до 67,5. Эксперты составили статистический портрет татарстанских мужчин. Подробности в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Татарстан с рабочим визитом прибыл президент молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан. В Доме правительства его принял Рустам Минниханов. Напомним, Казань в этом году носит статус молодежной столицы ОИС. Президент подчеркнул, глобальные события, которые пройдут в этом году, создадут новые возможности для самореализации нашей молодежи, а также позволят познакомить исламский мир с Татарстаном. Во второй половине дня о деталях говорили на брифинге с участием Таха Айхана и главы Минмолодежи республики. Участниками большого мероприятия станут более 2000 гостей из более чем 60 стран мира. Старт дадут в Москве 15 марта. На торжественной церемонии инаугурации Казани передадут символический ключ. В мае состоится глобальный саммит министров по делам молодежи, где разработают документ «Казанский план действий», направленный на укрепление сотрудничества России и исламского мира. В духе единства, солидарности и сотрудничества все мы обещаем нашей молодежи, что сделаем все возможное, чтобы оправдать и даже превзойти их ожидания и амбиции. Большое вам спасибо. Еще одна рабочая встреча Рустама Минниханова с делегацией Сенегала. Президент предложил искать новые перспективные направления для расширения партнерства. В частности, в развитии контактов с Сенегалом заинтересованы Татнефть и КАМАЗ. В этом году татарстанская делегация планирует посетить эту африканскую страну. В рамках визита будет представлен экономический потенциал республики, обозначены перспективные направления для взаимодействия. Россия уделяет большое внимание укреплению сотрудничества с мусульманскими государствами. Большая работа здесь ведется по линии группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», которую Рустам Минниханов возглавляет с 2014 года. Важным направлением для сотрудничества, по мнению президента, является индустрия халяль.
И сегодня Рустам Минниханов встретился с президентом Международной федерации водно-моторного спорта Рафаэлем Кьюли. Говорили о развитии сотрудничества республики с Международной федерацией, а также обсудили возможность проведения в Казани соревнований под эгидой ЮАМ. У Татарстана есть опыт организации гонок на воде. В 2011 и 2012 годах в Казани прошли этапы чемпионата мира по гонкам на катерах. Соревнования тогда посетили более 60 тысяч человек. Поехать на отдых за подписку на любимый журнал или газету. Сегодня в Татмеде наградили победителей акции подписчиков. Главный приз – путевку в санаторий выиграла чета пенсионеров из Сабинского района. Ильгиз и Сырья Фаттаховы отдохнут и поправят здоровье в одном из лучших природных курортов республики. Сначала ни я, ни супруга не поверили. Товарищ позвонил и рассказал, что мы выиграли. Мы очень обрадовались. Вот теперь рассчитываем вдвоем отдохнуть, если даст Бог. Кроме Фаттаховых, еще 15 подписчиков получили ценные призы: утюги, наборы инструментов, электромясорубки, роботы-пылесосы, смартфоны, телевизор и снегоуборщик. В конкурсе участвовали читатели из Татарстана, Башкортостана, Мариэл, Чувашии, Оренбурга, а также Красноярского края и Тюменской области. Во всех этих регионах читают печатные издания на татарском языке. Больше 250 тысяч тираж газет-журналов в Татарстане и огромная аудитория по всей России. Огромное количество людей читает, самое интересное, на татарском языке по всей России. Это большая радость для нас. Обновить гардероб или создать новый образ ко Дню защитника Отечества можно с хорошей скидкой. В магазине ателье Мазалтов Мэн до конца месяца можно купить костюмы со скидкой до 65% и аксессуары со скидкой 15%. А также приятные мелочи, такие как запонки, ремни, платки, позволят создать оригинальный и неповторимый образ. Тагир Валиди оценил ассортимент. Мы подберем вам новый образ, который подчеркнет вашу индивидуальность. Торжественный и строгий или яркий и молодежный. В магазине ателье мужской одежды Мазалтов Мэн готовы реализовать самые смелые фантазии покупателя. Здесь можно обновить свой гардероб без особых трат. В преддверии Дня защитника Отечества в нашем магазине действуют акции. Они будут действовать до конца месяца. Скидки на костюмы до 65%, а на аксессуары до 15%. Элегантный костюм «Тройка» подойдет к праздничному выходу, походу в ресторан или на деловые переговоры. Рубашки, галстуки, джемперы, обувь, а также запонки, ремни, носки. Широкий выбор позволит угодить даже самому искушенному покупателю и создать неотразимый образ к весне. В нашем магазине представлены костюмы на любой вкус и кошелек. До конца февраля действует акция. Стоимость костюмов от 6900 рублей. При покупке костюма услуга ателье бесплатна. Магазин Мазалтов Мэн работает каждый день с 11 дня до 9 вечера. На этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Кухня или шкаф-купе. С рассрочкой от Данил Мастер возможно и то, и другое. Закажите мебель сейчас и оплачивайте частями в течение года без переплат. Звоните 2-167-166. Несмотря на сугробы, пейзаж за окном все больше напоминает весну. Лужи, сосульки, да и птицы поют все чаще. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево погода неустойчивая. Ночью и утром дождь. Днем преимущественно без осадков. Тепло, но ветрено, 0 плюс 1 градус. Ожидается дождь в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Плюсовые температуры на термометрах до 2 тепла. Снег и морось в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Тепло и ветрено, плюс 2. В Арске, Кукмаре и Балтасе ожидается порывистый ветер и плюсовые температуры днем, без осадков. В Болгаре, Дрожжином и Буинске облачно и сыро, днем плюс 2-3 градуса. В Альметьевске, Чистополе, Мадыше облачно с прояснениями, снег ночью с дождем. В четверг без осадков, к вечеру станет прохладнее. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет Санчи. Благодаря свойству улучшать кровообращение, Санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Улучшает самочувствие. Польза Санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Продается в аптеках Farmland. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани облачно, ночью до 2 тепла.
Днем без осадков и плюс 3 градуса. Ветер юго-западный порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах гололедица. Возможен сход льда и снега с крыш. Будьте предельно внимательны.